Дуслар, барыгызга да сәлам. Вы на канале YouTube Татарочки. Меня зовут Алсу Хафиз. За камерой сегодня не Айнур Ахметов. Сейчас вы посмотрите подкаст с основательницей студии рукоделия Кул Эше Мирой Рахмат. Его мы записали прямо в этой студии. С Мирой мы поговорили про татарскую культуру, кожаную мозаику, важность передачи традиций из поколения в поколение и тонкости ведения YouTube-канала. Если вам нравится то, что мы делаем, и вы тоже хотите влиять на контент на канале, становитесь нашим патроном. Это можно сделать, став спонсором прямо здесь на YouTube или перейдя по ссылке в описании в закрытый телеграм-канал и отправив донат. Двигается, да? Все прекрасно. Все прекрасно, да, вот так. Мы не криво? Нет? Так, с чего начнем? Давай, не знаю. Давай, начнем с самого начала. С того момента, как мы с тобой узнали друг о друге. Ну, я тебя узнала. У тебя был свой бренд одежды, Мира Рахмат. Даже в одном из роликов на нашем канале я снималась в твоем свитшотике. А, да, я не видела. Здесь будет Да-да-да, картинка. Это было там в самом начале, вот который у тебя был такой с открытым Синий, пупком. да? Ага. Да. Он у нас в кадре уже мелькал. Класс. Потом Радует. ты пропадала. Это, видимо, был период твоего декрета. Это был... Я в Москву уехала. Ага. Да. И Получать потом новый опыт. где-то, наверное, года полтора назад мы с тобой встретились вот здесь недалеко возле театра Камала. А, да. А мы с тобой как-то так еще встречались, типа Да. резко вдруг. Да. И ты сказала, что ты начинаешь свое дело новое. И это вот оказалось то, вот где мы сейчас с тобой находимся. Давай тогда поговорим об идее, как она у тебя возникла, как ты от дизайна одежды, от Москвы вдруг пришла в школе ремесел. 8 лет назад, когда я защитила диплом вот как раз на тему татарского национального костюма, у меня была такая современная одежда национальным акцентом, вот это предыстория как раз, да, и уже тогда я четко начала осознавать, что мне нравится этот путь, ну вообще развитие в татарской культуре, при том, что я сама родилась в Москве, жила в других российских городах, да, там русских городах. Это моя самая любимая история. Татары из регионов, на мой взгляд, вообще двигают всю татарскую культуру. Не обижайте татар из Татарстана, но это так. Да. И у меня родители вообще родом из Башкортостана, и я до довольно-таки взрослого возраста, там, такого сознательного, жила с мыслью, что башкирская культура — это моя культура. У меня не было вообще никакого понимания, что есть татарская культура, и она какая-то, ну, чем-то отличается. То есть у меня было, я ходила в театр башкирский, там на башкирском языке, я любила вот все это, я любила костюмы башкирские, я обожала башкирские танцы, я обожала башкирские песни, и у меня вообще не было мысли о том, что есть там Татарстан, что как бы и там вот как раз больше про мою культуру как раз будет. Ну и вокруг тебя, наверное, было много да, этого. Да. То есть я росла в этом, и родители как-то не акцентировали на это внимание. И вот когда мы в 2005 году переехали сюда, впервые с родителями уже переехали, вот тогда я потихонечку начала осознавать, что чем-то отличается, но тогда еще не сильно. Потом я уехала обратно в Уфу, в Башкортостан, и вот как раз училась, и там вот у меня пришла идея, почему-то зародилась, что нужно сделать коллекцию именно с национальным татарским акцентом. Потом был вот бренд, и в какой-то момент я поняла, что я выгораю, и у меня плюс не было опыта, я сразу же начала как бы после колледжа работать на себя. И тогда я поняла, что нужен какой-то опыт, я, наверное, что-то делаю неправильно, надо посмотреть, как там. Как у других. Как у других, да. И я уехала, в Москве жила и работала у известных брендов, Алена Ахмадуллина, Вика Газинская. И там я поняла, что все то же самое, проблемы все те же самые, просто масштабы другие. И там я до конца выгорела. И больше я в этот фэшн лезть вообще не хочу, но в ближайшее время. То есть у меня до сих пор, я захожу в тканевые магазины, и мне тошнит. Передергивает. Да, меня тошнит, прям начинается такое. Ты даже для себя не шьешь ничего? Нет, я даже для мужа ничего не шью. То есть он прикалывается надо мной, что вот, типа, у меня же жена не швея, я говорю, реально не швея, я модельер-конструктор. И в итоге я приехала сюда с полным осознанием, что все.
я этим не хочу заниматься, но уже когда я занималась брендом, я столкнулась с тем, что я, например, хочу вышивку ручную, ну, именно ручную вышивку, а мастера все в возрасте, но это всегда немного такое... Не в том смысле, что даже это просто сложный коннект какой-то с ними, да, но, то есть это не настолько свободные люди, как бы, чтобы прям все это вот как объяснить и разъяснить. Тем более, когда создавать. это какие-то традиционные ремесла, наверное, человека в этом прям костенеет. Да, есть такой момент, и я понимала, так, подождите, а где молодые? Ну, понятное дело, что можно идти там в техникум искать, да, то есть я даже искала, но почему-то я не находила людей, которые в этом прям вот, ну, работают. И в итоге тогда уже, вот, когда я брендом занималась, у меня пришла такая мысль, а почему бы не создать какое-то такое пространство, где люди будут приходить, обучаться просто для своего там желания, да, там. И то есть у них, и я сейчас даже понимаю, общаясь вот с некоторыми людьми из этой индустрии всей, я понимаю, что они настолько закрыты к молодому поколению, какая-то конкуренция, что ли, ну, то есть такое, знаешь, как будто на нас смотрят с таким, ну что вы тут пришли молодые, что тут ничего не знаете. Потом у меня было путешествие в Париж, я вот всегда это рассказываю историю, что я там увидела, просто проходила и увидела в окнах, как девушки сидят за столом таким длинным, и все что-то там делают, и супер классное пространство, такое европейское, красивое. И я увидела и такая, вау, и все, у меня упаковалось. Ну, то есть я поняла, как я хочу, потому что я понимала, что я не хочу стандартно там в 4 стенах, там просто там без окон, без дверей, ну там... В офисном здании на 4 этаже. Да, с этим Армстронгом, этим потолком. Потом у меня случился декрет через короткое время довольно-таки, и вот уже в декрете начала уже так прям заниматься. Первый у меня был акселератор Таба, он первый раз проходил как раз. И у меня было ребенку туда 3 месяца, я просто пошла чисто так между кормлениями бегала на лекции, просто для того, чтобы себя уже вытащить. Я еще участвовала в акселераторе «Мам-предприниматель». Была грантовая история или просто это было, да, по-моему, типа 100 тысяч можно было выиграть, но мы там, когда все встретились, мы там сразу поняли, кто выиграет, мамы 6 или 5 детей там. Вот и в итоге осенью я нашла первого преподавателя по кожаной мозаике, это Екатерина Куратова. Она как раз преподавала и в училище в тот момент, ну, сейчас преподает. Первый мастер-класс мы запустили вот в январе 22 года. А ты сразу знала, что у тебя будет кожаная мозаика? Да, у меня будет тамбурная вышивка? Ну, я прям, четко осознавала, что конкретные какие направления выбрала, это такие вот, самые такие базовые. То есть татары занимались кожаной мозаикой, да, тамбурной вышивкой, да, вышивкой гладью. Да, вышивка гладью вообще это, конечно, более такой советского времени формат. Я долго не хотела его включать. Понятное дело, что я делала упор там на именно такие традиционные более. У нас у бабушек в основном вышито все гладью. И даже в книгах, если читать по декоративно-прикладному искусству, ничего не написано про вышивку гладью крестиком. Там написано просто в конце всего раздела по вышивке написано, а в советское время началось развитие художественной вышивки гладью крестиком. Вот еще есть объемная вышивка бисером, которую на колфаках, там вышивают. Казанский шов и кожаная мозаика. Да. Это вообще уникальное явление, он не зря назван казанским, потому что он сохранился вот только здесь. Да. И вообще и отсюда родом. В чем его особенность? Почему он вот такой? Почему он сохранился? В чем его особенность? В чем его вообще феномен? В чем особенность? Да потому что он такой один такой. И понятное дело, что он зародился у нас. И наши мастера, наверное, трудолюбивые и любящие свою культуру, опять же, это все передает, что они не бросали и продолжали это развивать. Вообще, конечно же, мы говорим про то, что прям рассвет — это все-таки 19 век, и там было, конечно, много и фабрик, но стоит отметить, что почему это вообще все развивалось у нас так хорошо, потому что, по-моему, в начале 19 века было 35 кожевенных заводов у нас в Казани. То есть это очень большое количество. Да. Саму технику, она еще интересна тем, что
на самом деле есть вот аппликации, например, да, кожаная аппликация, но то, что именно это сшивается, и то, что это встык, и то, что используется таким орнаментальная история, она тут и заложила какую-то свою главную, ну, то есть люди и вкладывали в это свой особый смысл, да, и плюс, как говорят, она очень долговечная обувь, даже несмотря на то, что это как бы... Ну, там тремя нитками сшито да, все, да, ну, да. конечно. Ну, ты знаешь, да. Я знаю. Для меня вообще самая главная фишка вот этой техники, этого метода, что это же только ручная работа. Да, это только. невозможно сделать на машине. Пытались в 80-х годах. В Варскую фабрику приглашали японских инженеров, вот, и они пытались механизировать, но ничего не получилось. Ну, я думаю, конечно, это вообще реально. Вообще сейчас в нынешнее время... Ну, сейчас-то, наверное, да. Да, реально придумать. Вот, но суть и ценность именно в том, что это ручная работа, и даже когда ты смотришь на какую-то там, вот люди приходят к нам на мастер-классы и делают там маленький брелочек, там, и они прям уходят, вот. И это, так, вот, конечно, там столько силы вложено. Я пришла делать на мастер-класс закладку кожаную. Надо было всего 2 шва сделать, то есть соединить 3 кусочка ткани, по сути, 2 шва делать. Я думаю, мастер-класс идет 3 часа, да, что мы будем делать остальные 2? Да. Хорошо, еще 2, там еще за полчаса это сделаешь, что? В итоге нам 3 часа еле-еле хватило, чтобы, ну, вот это все сделать. И да. тогда только понимаешь, насколько это трудозатратно, и вот вся обувь же, которая вот продается, да, вот те же самые чаги, туфли, там, еще окуляр, это все сделано вручную. Да, все. И кожаная мозаика — это в первую очередь обувь, наверное, да? Это обувь, да, но изначально как бы история пошла. Да, это было как бы... Да, все. Это просто нужно было как-то украсить обувь. Стало интересно что-то придумать. А были просто ячеги, наверное, черные, да, обычные кожаные. Да. И там, ну, то есть изначально, как бы, мы говорим про ячеги просто, да. И там потом пошла потихонечку декор, это там верхняя, вот, например, волна такая, да, там. И потом потихонечку пришли вот как раз к этой истории. Вообще история такая, что в 1929 году в деревне Мульмя, это в Варском районе, открывается... Это недалеко от Казани, потому что там мало кто знает, где Арский район. Это недалеко от Казани. Это вообще, типа, там та часть, родина Тукая, как она, Крылай. Да, это прям такой татарский район. Татарский, там, оказывается, 95% татар. Это самый густонаселенный, считается, регион, чуть ли не в России. Именно, где такое количество татар на квадратный метр. Да, первая артель, и она там открывается по той причине, что самое большое количество вообще мастеров было в деревне Клачи, тоже рядом. Как они так все собрались в одной деревне, интересно? Кстати, вот тоже интересная тема, мы еще не докопались до этой темы, до этой истории, но ну, это, то есть, прям они уже давным-давно все это развивалось, то есть 18 века, помимо Казани, то есть были вот и в районах, это, то есть в любом случае эту историю уже идет там с 19 века. Потом в 41 году открывается уже в деревне Клачин, в 60-м году в Дубьязах, по-моему, открывается. И в 70... Дубьязы это тоже где-то недалеко да, от... это все Арский район. Да, Дубьязы это прям такие, там очень было много мастеров тоже. И в 72 году получается, объединяется Арская и Дубьязовская артель. История Арской фабрики, прям такая известная на всю Россию, ну и вообще на весь мир, она начинается вот с 72 года и длится до 2006 года. И эта обувь была по всему Советскому Союзу, можно было носить обувь с кожаной мозаикой, с орнаментом. Вообще интересно, что в 19 веке вот когда обувь все это изготавливали, все в основном шло на экспорт местный. Все Айсидора Дункана. Айсидора Дункана тоже после революции. Да. Эти скупали, это все дворяне скупали. Да, ну то есть, да. И все это увозили, и в Ташкент увозили, там, и в Европу увозили. Ну, то есть, как бы много где это было, даже до сих пор же в Казахстане, например, у тебя тут большая аудитория оттуда. Вот, ну, как бы в музеях так и, по-моему, и говорится, что это их обувь. Это у меня следующая тема, чтобы об этом поговорить. Ну, раз ты об этом уже начала говорить, вообще эта обувь представлена в европейских музеях как русская, как казахская или как узбекская. Да. Что за несправедливость мира? Да, ну, кстати, мы сейчас общаемся с Бельгией, где самый крупный музей обуви, и, ну, они как бы там
все-таки акцентируют внимание, что это татарское. Они, то есть, знают, что это Да, татарское. да. Но историки изучают, ведь, да, есть Да, есть вот как об бы... этой технике. Да, есть книги. Вот, кстати, у нас вот книга Лилии Саттаровой, да, там Лилия Ильина Саттарова. До этого было тоже Гулова, которая сделала издание у нее, как бы тоже есть, именно посвященная прям кожаной мозаике. Тоже очень интересная книжка. Там про орнаменты сами тоже рассказывается в большей части. Да, каждый орнамент что-то означает. Да, это же не просто так. Но, знаешь, вот кто-то, например, акцентирует внимание, что это, например, не настолько, ну, как бы нет в этом большого смысла, не было, потому что, ну, все-таки это ислам, да, там, и у нас запрещено там какие-то такие вещи, вот, но изначально все равно это начиналось, конечно же, вот птица Умай, которая сзади, да, на пяточной вот этой части, она же тоже символизировала плодородие, вот семейные вот эти вот все устои. И то есть, ну, как бы я это думаю, в любом что случае смысл было. все-таки был, не просто так появились. Да. Ну, то есть, как и даже то, что вышитые полотенца, они тоже, вот каждая рукодельница, она там вкладывала свой какой-то смысл. А если это начиналось как обувь, сейчас ведь с этим орнаментом и с этой техникой вообще делают все что угодно. Да. Но и тогда уже пробовали, да, там что-то, и вот, к примеру, там в Арске видели там альбомы, то есть пробовали там и альбомы, и сумки. В 80-х годах, по-моему, начали делать кроссовки даже, ну, то есть что-то такое, там у них сбоку такой телефончик, типа. Как Nike. Да. Ну, тоже интересная такая история, вот, но тоже, опять же, там и изготавливали обувь, например, из плюша, вот это туфли, да, плюшевые с вышивкой. То есть там с вышивкой золотной там были и с объемной вышивкой бисером, да. А я знаю, что ты сейчас делаешь в партнерстве с оператором, режиссером Сбай Хайруллиным мокюментари фильм, который нам расскажет как про историческую часть, про казанский шов, про Арскую фабрику, то же самое. Так там будет и какая-то красивая очень история любви. Да. Любовь будет в фильме? Да, мы решили, что она будет, но как же без нее? Любовь не к казанскому шву, а любовь... И к казанскому шву тоже, как же без нее? Нет, и к казанскому шву, и между молодыми людьми. Вот, но мы решили так разбавить эту историю, потому что, понятное дело, что у нас главная миссия — это популяризировать эту технику. Так получилось, что сначала мы со школы, я предложила моим преподавательницам поехать в Арск, просто познакомиться. Я уже знала, что Арской фабрики нету, и мы на мастер-классах рассказывали как раз про то, что была такая фабрика, показывали вот нашу обувь, которую мы имеем у себя. И я говорю: девочки, давайте поедем, потому что мы все рассказываем, а сами вообще не видели. Вообще, может быть, вообще выдумали легенду, миф. И мы нашли это место. Не так легко, кстати, потому что не все знают, что вообще там существовала эта фабрика. Хотя фабрики нету с 2006 года, да? Не так много времени прошло, как будто. Да, но молодежь это как бы вообще далека от всего этого. И знаешь, как будто я поняла, что у некоторых нету осознания, насколько это была мощная фабрика. И потому что никто об этом не говорит. Ну да, наверное, да, потому что вот даже там женщину довольно-таки молодую спрашивали, там 50 лет, например, она как бы так нет. И вот постарше она сказала: фабрика, которая, обуви, что ли, вон там, типа. И мы дошли до этого здания, обычное здание, трехэтажное, жилое, на первом этаже магнит, автозапчасти, короче, все стандартно для российского. То есть там живут теперь в этом здании? Да, это жилое здание. Стоит учитывать, что там рядом стоят параллельно дома этой фабрики. Это были дома как раз для работников построены, и там много кто, наверное, и живет. Вот как раз мы с кем общались первый раз, он как раз живет в этом доме, то есть ему дали от работы. И там был свой садик, своя школа. Да, то есть там нету никакой таблички, вывески, что там вообще была фабрика. Отстроили 3-й этаж, и получился, в общем, обычный стандарт. Хотя оно вообще по-другому выглядело. То есть мы в итоге нашли фотографию потом, одну единственную. И вот мы так познакомились с этой Арской фабрикой, и потом мы пошли вот в музей Казан-Арте, нас классно встретили, до сих пор вот прям, если вы посмотрите, сотрудники музея Казан-Арте, то вам большая благодарность. И, в общем, нам провели экскурсию
экскурсию, и нам потом помогли. У меня вообще, когда я туда уже ехала, думала, что нужно обязательно девочек познакомить с каким-нибудь бывшим работником. У меня такая была цель, ну что уж просто так на здание смотреть только. И в итоге вот нам помогли в музее. Один из сотрудников, он нас, в общем, привел в семью, там обзванивали женщин, сотрудниц, и они, я с поликлиники пришла, сейчас внуки придут. Но они все взрослые уже, да, они все на пенсии, да. И вот я поняла, что насколько все-таки женщины же, они думают, я ж тут еще ничего не приготовила, не прибралась, то есть они вот так, а мужчины позвонили, а что, когда? Сейчас? Ну ладно, приезжайте. То есть он даже у жены не спросил. Но спасибо прекрасному Анасабою, который нас спустил. И вот мы так познакомились. И тогда я, когда с ними пообщалась, интересно было, что они, понятное дело, на татарском языке говорят, а у меня оба преподавателя русские. И было интересно, когда мы оттуда уже вышли, сели в машину, мне садятся девочки, и там девочка говорит, давай, рассказывай, что там было. Вот она с собой как раз он был сотрудником экспериментального цеха, и то, как у него глаза горели, блестели, он еще был такой красавчик, я влюбилась в него, в его фотографии, которые там, и я, понятное дело, комплименты, он там вообще, в общем, это действительно какой-то киногерой был. Он экспериментальный, это значит, они там конструировали обувь, первые образцы отшивали. Да, первые образцы, да. И в итоге вот он так это все рассказывал, и я видела, насколько это ему было... он говорит, что я действительно с такой радостью вспоминаю это время. Это было он 35 лет посвятил кожаной мозаике, вообще всей этой технике, вообще изготовлению обуви. И эта вся история, которую и так про нее ничего не говорят, она просто уйдет с этими людьми. И мне стало от этого очень грустно, и вот я просто так, у меня в голову пришла мысль, все, нужно снимать фильм. Я именно хотела делать акцент на Арскую фабрику, именно на этих работников, просто заснять их. Вот, и у меня тогда, понятное дело, мысль была такая, что так, нужен режиссер, где же он, я вообще не в этом направлении никогда не работала, и думаю, где же его искать, в общем, уехала оттуда с этой мыслью, и буквально через по-моему, месяц ли прошел, не прошел, не знаю, не помню уже. Мне пишет молодой человек, вот Бай как раз, и пишет о том, что вот я был в музее Казан-Арты, и мне передали ваш номер телефона. И там настолько запомнилось. Да. Я потому что уехала так, я буду снимать фильм. В такой момент ты понимаешь действительно, что это просто должно было случиться, то есть этот фильм должен был быть. Вот, и таким образом мы начали работать над фильмом, но у меня была сразу же идея по поводу Арской фабрики, что эту тему нужно развивать. Бай поддержал эту идею, и вот мы сделали такую историю, проект документальный художественный, мы до сих пор еще его снимаем. Вот, то есть документальная часть, она будет именно, то есть мы будем привлекать историков, брать у них именно интервью на тему вообще, как это все развивалось, и мы будем общаться с бывшими работниками Арской фабрики, с нынешними тоже мастерами, брендами, которые работают. То есть мы прям вот всех, все. До кого достать сможем, всех достанем. Но фишка в том, что их не так много по факту. То есть, и от этого нам не так сложно. То есть они не разбросаны по всему миру. Они все вот здесь в Казани, в центре. Да. Они где-то все рядом, да. И поэтому, в общем-то, вот единственное, мы хотим поехать в Тобольск снять, там есть мастер татарин. Тоже занимается, да? Да, и он, кстати, работает еще с золотным шитьем. Это вот именно с булгарских времен вообще эта техника. И он именно соединяет в своих сапожках и чигах кожаную мозаику и еще золотное шитье. Это все он один делает, в общем, супер бабай такой, мы уже договорились, но еще вот не поехали. Он тоже взрослый уже, да? Под 70, наверное, не знаю сколько, 60 с чем-то, наверное. Вот документальная часть, она такая будет, и будет художественная линия. Мы решили, что, документалка — это документалка, здорово, но хочется добавить такое современной какой-то истории, как это вообще все может быть в истории, как это все может развиваться. Вот, и у нас там будет такая девушка Лейла, которая приезжает из Москвы, она работает на фабрику, там обувной какой-то бренд, и у нее как бы заказ на то, чтобы она создала какую-то новую коллекцию, что-то новое изобрела, и в итоге там ей бабушка напоминает о том, что у них дедушка как раз родом из Арска, и он вообще когда-то занимался этой техникой, и она решает поехать для вдохновения как раз в Арск. И там она встречает вот этого молодого человека,
они создают какую-то свою коллекцию в итоге, и, там, в общем, у них Не рассказывай, как финал там чем заканчивается. Да? Да. Чтобы потом было короче, интереснее. да. Как ты думаешь, кому будет интересно посмотреть этот фильм? Кто целевая аудитория? В любом случае татары, и это татары по всем регионам, вообще по миру, да, там. Но это возвращение к корням, как будто бы многим близка эта история. Ну Да. и это soft power, это такая мягкая сила, чтобы продвигать и татарский язык. На татарском будет? Будет на татарском, да, русский дубляж будет. Мы все-таки на Ютубе. Нас будут смотреть на Ютубе. А у Мира есть вообще-то свой канал на Ютубе. О, да. И сейчас, пожалуйста, там ссылочку. Да, ссылочка обязательно будет. Он называется Кунакта. Для тех, кто любит ходить в гости, мне кажется, это будет вообще открытие. Я вот, например, очень люблю смотреть, как у людей внутри в квартирах. Тоже я в окна заглядываю постоянно. Да, или я смотрю, например, объявление о сдаче квартир, чтобы посмотреть, какой интерьер у людей. И мне показалось, что вы тоже это любите делать, Саида, и именно так появился ваш канал. Да, вот именно на этой любви у нас и все сошлось, да, Саида, с девочкой, с которой мы как раз делаем это в тандеме. Такая идея зародилась, она зародилась вот именно в тот момент, когда было техническое открытие этой школы, и Аида пришла поздравить, и я уже к тому моменту очень так много была в этой теме, то есть вот мне же надо было создать уют здесь, и мне помогала подружка уже, которая стала подружкой, девочка-декоратор, и мне так захотелось посмотреть, как люди живут, и я вот просто там целый день просто лежала на кровати и смотрела эти рум-туры без остановки. Вот через какое-то там несколько дней вот происходит техническое открытие, и я это говорю Аиде, что вот ты знаешь, говорю, я смотрела, она такая, я тоже люблю. И у нас к тому моменту как раз хорошая знакомая Радмила Хакова, у нее была классная квартира, и мы как бы сразу понимали, что кому мы идем, то есть нам искать, да, никого не надо. И тут сошлось как раз, она тогда продавала уже квартиру, мы знали, и она сказала, я послезавтра типа уже уезжаю оттуда. Мы такие, Вот, и вот это у нас получилось там подготовка, не подготовка, потому что не назовешь подготовкой. Я срочно вспомнила, кто у меня есть из операторов. За день до этого у меня брали интервью, и девочка снимала это интервью, я звоню ей, типа, будешь? И вот так у нас случился первый выпуск, и он там без подготовки, без ничего был, просто... Вы на своем YouTube-канале показываете классные, интересные интерьеры, квартиры людей, которые живут в Казани, но и не только в Казани. Как вы их находите? Как мы их находим? Вначале у нас было такое, что вот знакомые, потом нам начали уже скидывать вот друзья, то есть кто в этой теме вообще история, кто дизайнер, кто декоратор, то есть у них там есть как бы кто-то просто, мы начали просто у всех спрашивать, есть ли там кто-то что-нибудь заговорит, мы сразу так, а у него интересные квартиры, кто-нибудь выложит там интересно какой-нибудь ракурс в гостях или еще что-то, а у него интересные квартиры, у меня, короче, так, и я так нашла 2 квартиры, просто спросив, а это что за квартира, а можно ее снять, спроси-ка, то есть вот таким образом происходит так, это больше такое немного сарафанное радио. И люди готовы пускать вас? Готовы, но мы поняли, что готовы в основном дизайнеры. У нас именно вообще идея о том, что мы показываем квартиру именно через призму человека. Нам важно, насколько этот человек там интересен, да, то есть и плюс, и понятное дело, что именно у такого человека, который всесторонне там развит, там чаще всего это занято творческой какой-то деятельностью, у них, понятное дело, и квартира очень необычная, интересная, из каждого путешествия они что-то привозят. Кстати, вот сундук у меня стоит Радмила Хаковой из ее квартиры, да. Она мне на время передала его, вот, ему больше 100 лет. То ты еще знакомишься с такими людьми, входишь в какие-то там их круги, то есть мы вот с несколькими героями прям продолжаем общаться, ходим на мероприятия, друг друга приглашаем. Самое интересное, знаешь, что у нас аудитория-то какая? У нас Москва-Питер смотрит, у нас казанские практически не смотрят, потому что рум-туры популярны именно в Москве и Питере, снимают рум-туры именно там. Да. То есть региональных не так много каналов, они есть. И плюс люди вообще, которые, кто-то у нас в Казани вообще не знает, что такое рум-тур, как бы ты когда говоришь, как бы, что такое, и что, люди смотрят, как там другие живут, а что там интересно. Не просто про ремонт, там, вот у нас тут гипсокартон, а здесь у нас это. То есть мне вообще эта история, потому что была неинтересна, я сразу сказала. Мы вот сделали акцент именно на самого человека, и чтобы показать, насколько стиль человека, его мышление
может создать вот такое пространство. Здорово. Все подпишитесь обязательно на этот канал. Пишите комментарии, ставьте Да, лайки. обязательно. Мира, спасибо тебе большое, что пустила нас в такое тоже прекрасное свое пространство, рассказала про себя, побольше рассказала про казанский шов. Теперь наши подписчики тоже знают, что это такой феномен, такое интересное явление. Тебе успехов, удачи, и ждем твой фильм. Спасибо. Будем смотреть. Спасибо большое, что пригласила. Для меня это первый такой формат подкаста и вообще интервью такого рода. И здорово, что для меня очень важно, что эта история вся продвигается, что популяризируется, помимо того, что мы говорим о ремеслах, мы говорим о том вообще, что сейчас делает наше нынешнее поколение для того, чтобы все это сохранить. И вообще, развить. И развить, да. Вот. Поэтому очень здорово, что вы есть, и мы есть. И мы есть. Да. И мы что-то делаем и работаем. Иртәнге туган шәһәремә тынгысыз якты төннәремә сиңа